16 декабря средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,21 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,79 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,21 до 10,10 сомони, 1 евро от 10,7991 до 10,71 сомони, 1 российский рубль от 0,1605 до 0,1625 сомони. Мировые цены на нефть в пятницу утром немного снижаются после повышения ключевых ставок центробанками мира. Цена на нефть марки Brent составила $80.91 за баррель, марки ВТИ $75.77 за баррель. Цена на золото в пятницу утром слабо меняется, торгуясь чуть ниже $1790 за тройскую унцию. Днем ранее стоимость золота упала на 1,7% на фоне удорожания доллара. Европейский Союз через Европейский банк реконструкции и развития выделит Таджикистану грант на реализацию проекта в сфере ЖКХ на юге республики. Сумма гранта составит 7,5 миллионов евро. Указанное финансовое соглашение заключено между Таджикистаном, ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», водоканалом города Куляб и Европейским банком реконструкции и развития по проекту водоснабжения и канализация города Куляб. Грантовое соглашение подписали министр финансов Таджикистана Файзиддин Кахорзода и Айтен Рустамова, региональный директор Европейского банка реконструкции и развития. Основной целью проекта является строительство и восстановление существующих водоемов, улучшение качества, обеззараживание и обеспечение населения города Куляб чистой питьевой водой. Общая стоимость данного грантового соглашения составляет 7,5 миллионов евро, и оно финансируется Европейским Союзом. Правительство Республики Таджикистан и Азиатский банк развития вчера, 15 декабря, подписали грант в размере $50 миллионов США для оказания помощи правительству Таджикистана в повышении стабильности банковского сектора, развития небанковского финансового сектора и усиления фискального управления. Министр финансов Республики Таджикистан Файзиддин Кахорзода и постоянный представитель АБР в Таджикистане Шени Кэмпбелл подписали грантовое соглашение в Душанбе. Данный грант, основанный на мерах политики, является второй фазой программы улучшения финансового сектора и фискального управления. Данная программа помогает правительству продолжать важные структурные реформы, которые будут способствовать устойчивому и инклюзивному экономическому росту при ведущей роли частного сектора. Предприятие по переработке меди, свинца и серебра планируется построить в городе Истиклол Сагдийской области на севере Таджикистана. Накануне город Истиклол посетил председатель Сагдийской области Раджабуй Ахмадзуда, который ознакомился с проектом будущего промышленного предприятия. Как сообщает пресс-центр председателя СОГДа, предприятие, проект строительства которого полностью разработан, будет построен горно-промышленной компанией Таджикистана и Китая. Строительство промышленного предприятия начнется в 2023 году. По проекту на строительство объекта планируется потратить $50 миллионов. Очередной пакет антироссийских санкций опубликуют и приведут в действие в пятницу вечером после его официального утверждения, рассказал об этом РИА Новости европейский источник. Ранее, 7 декабря, Европейская комиссия предложила ограничения против России, затрагивающие энергетический сектор, запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль и поставки беспилотников, расширение ограничений экспорта. Кроме того, Европа намерена ввести санкции против почти 200 лиц и организаций. Пакет согласовали в четверг, 15 декабря. Масдар из Объединенных Арабских Эмиратов, китайский консорциум HD Power, PowerChina и французская Voltali SA выиграли 3 отдельных тендера на строительство и эксплуатацию 3 солнечных электростанций в Узбекистане общей мощностью 500 мегаватт, сообщают в пятницу пресс-служба Узбекского министерства финансов. С победителями в первом квартале 2023 года планируется подписать соглашение о государственно-частном партнерстве. Строительные работы начнутся в конце будущего года. Ввод станции в эксплуатацию намечен на 4-й квартал 2024 года, уточняет Минфин.